Памятники разрушаются на глазах. На бульваре энтузиастов исчезают скульптуры Ильдара Ханова. От их былой красоты не осталось и следа. Повсюду трещины, сколы, а где-то уже давно утрачены некоторые элементы. Специалисты говорят, если сейчас не принять меры по их восстановлению, то говорить будем уже не просто о культурной потере, а о человеческой трагедии. Памятники становятся опасными для людей. Все ли поправимо в этой ситуации? Мнение специалистов в нашем материале. С бульвара энтузиастов, как правило, начинается знакомство туристов с городом. Это одно из немногих мест, где живет культура. Памятники Ильдара Ханова долго радовали глаз жителей и гостей, но время над ними беспощадно. Когда Ильдар Ханов создавал свои скульптуры, он очень хотел, чтобы они живо и органично вписались в типовую многоэтажную застройку города. И у него это получилось. О его работах были неоднозначные отзывы. Одни не понимали, другие восхищались. Но тогда скульптор никак не мог предположить, что через некоторое время будущее его скульптур будет под вопросом. Ильдар Ханов несколько месяцев назад ушел из жизни. Вслед за ним уходят и его творения. Теперь жители не гадают, что именно хотел выразить художник. Вместо этого их внимание привлекают трещины, сколы и торчащая арматура. И чем дальше уходит время, тем хуже их состояние. Ну, конечно, надо вообще, мне кажется, их все реставрировать, переделать. Вообще, где же как бы центральное это... Ну, бульвар центральное как бы место, где тут все собираются. Мне кажется, обязательно надо. Конечно, этим нужно заниматься. То есть вот бульвар замостили, теперь надо заниматься основными памятниками. Тем более ими очень интересуются все приезжие. Их состоянием пока только внешним заинтересовались и специалисты. Заведующий кафедрой строительных конструкций филиала КФУ Александр Столбов дает неутешительный прогноз. Еще год и памятники начнут стремительно крошиться. Скульптуры требуют срочной реставрации. Идет довольно-таки в последнее время интенсивный износ их с точки зрения развития трещин, оголения арматуры. Поэтому, значит, если не считать аварийное состояние или не аварийное, то, тем не менее, находиться около них опасно, потому что может какой-то кусок бетона достаточно тяжелый обвалиться. Части памятника, которые могут отколоться, видно уже сейчас невооруженным взглядом. Даже по самым скромным подсчетам вес одной бетонной глыбы может составить до 2 килограммов. Учитывая, что здесь постоянно играют дети, вероятность трагедии возрастает. Подобный памятник, если его правильно спроектировать и ухаживать за ним, простоит и 100 лет, но, вероятно, в технологии изначально были ошибки. Неправильное армирование, неправильный подбор бетонной смеси, неправильная его укладка, неправильная транспортировка и монтаж. Потому что к железобетонным конструкциям нужно относиться особо, поскольку у них нагрузка от собственного веса составляет очень большую часть от общей доли нагрузки. Чтобы узнать точную причину разрушения и варианты спасения памятников, необходима лабораторная экспертиза. Но заниматься этим никто не торопится. В управлении архитектуры нам сказали, что у нас в городе нет даже структуры, которая бы следила за состоянием памятников. За внешний вид мы отвечаем, а за содержание, конечно, нет у меня, и специалистов таких нет, и штат у меня не позволяет. Когда делалась реконструкция бульвара энтузиастов, мы только залечивали эти трещины. И сейчас я так думаю, что тоже возможно только залечить эти трещины, не трогая этот памятник. Но даже на залечивание ран в бюджете денег не предусмотрено. Сейчас обязанность следить за территорией у памятников возложена на Горзеленхоз. Но озеленители не реставраторы, они только могут навести чистоту вокруг. Восстанавливать разрушенные элементы скульптур они просто не могут. Ревизию сделают, фотографии подготовят, и с письмом выходить надо. Пока конкретно разговор об этом только пока ведется. Они тоже должны подключиться. Это же архитектурное сооружение, это же действительно как-то историческое уже, Челнинское, это же как визитная карточка. Чтобы успеть сохранить то немногое, что есть в нашем городе, медлить нельзя. Остается надеяться, что власти города обратят на это внимание. Наталья Поткина, Рамиль Закиев для программы «Новости».